В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Ибрагим Мадаев, начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Чеченской Республики. Ибрагим Машуо, ассаламу алейкум. Расскажите, как сегодня обстоят дела у нас на дорогах Чеченской Республики? С начала года на территории нашей республики в зарегистрированных фактах погибло 9 человек. Более 20 происшествий зарегистрированы. К сожалению, более 300 тысяч правонарушений зафиксировано со стороны водителей транспортных средств, и в основном это превышение скорости. Когда мы говорим об аварийности на дорогах нашей республики, прежде всего мы затрагиваем тему спешки людей в своем поведении, будь это водитель или пешеход, не имеет значения, каждый куда-то спешит. И в этой спешке многие почему-то позволяют себе нарушать правила дорожного движения, к сожалению, полагая, что они могут безнаказанно или без каких-либо последствий для них обойтись, совершив такого рода правонарушения. Но не ко всем это относится. Статистика нам показывает обратное. Сколько бы человек не совершил правонарушение, избегая при этом наказания как со стороны инспекторов ГИБДД, так и не совершив дорожно-транспортное происшествие, это не гарантирует ему, что в будущем таких происшествий с ним не произойдет, потому что любое дорожно-транспортное происшествие сопряжено с нарушением определенных правил дорожного движения. И если эти нарушения еще сопряжены с превышением скорости, то это уже как последствие тяжесть этого дорожно-транспортного происшествия. И, конечно же, последствия таких правонарушений могут быть гораздо хуже, чем могли бы они быть. Почему? Как пример, если привести, человек, который проезжает на красный сигнал светофора, он может это сделать, возможно, он может, нарушая, естественно, он может это сделать не быстро, то есть не превышая, там, допустим, какую-то скорость, но если он с превышением скорости совершает такое правонарушение, это уже, как мы понимаем, влечет за собой серьезные последствия. Поэтому какие бы действия ни совершал сам водитель, или пешеход, если они сопряжены со спешкой, с превышением скорости, а это дает в первую очередь невнимательность на дороге, вот тогда уже наступают совершенно тяжкие и необратимые последствия для самих участников дорожного движения. К сожалению, мы должны констатировать факты, когда в таких происшествиях погибают целые семьи. И, казалось бы, задавая вопрос, почему это так случилось, и анализируя такого рода происшествия, мы, как сотрудники ГИБДД, задавая этот вопрос, прежде всего задаемся вопросом, почему, зачем он это сделал. И никто не может, даже тот, кто остался в живых, совершив дорожно-транспортное происшествие, не может внятно объяснить и ответить на этот вопрос. Ибрагим, а вот какая категория людей чаще всего попадает под это? За последние годы, да, я понял вопрос, за последние годы на территории нашей республики мы фиксируем в основном с участием молодых водителей. Это молодые ребята от 20 до 35 лет. К сожалению, вот это именно тот контингент, та категория участников, возрастная категория участников дорожного движения, которые более всего не соблюдают правила дорожного движения. Они, наверное, это еще связано с психологическим состоянием, когда водитель впервые садится за руль или имеет мало опыта за рулем, он более-менее сдержан, он еще боится потока транспортных средств. Но когда человек уже 5 лет, 7 лет за рулем и чувствует, что у него есть определенный стаж вождения, то его в какой-то момент покидает чувство страха. И он забывает, что автомобиль прежде всего является источником повышенной опасности. И когда этот момент наступает для водителя, он опасен для каждого, кто находится на дороге. Если вот вас спросить, я вас перебью, а какие меры помогли бы, допустим,
снизить до минимума. Я понимаю, что в нашем регионе в целом, по сравнению с другими регионами, и так очень хорошие показатели. Чтобы какие бы меры еще больше помогли бы снизить вот эту статистику? Либо все-таки вы сходите... Ага. Вопрос, Хамзат, это такой серьезный вопрос, требующий основательного ответа. Я постараюсь немного сдалека подойти к ответу этому вопросу. На территории нашей страны существует программа нацпроект, называется, по снижению аварийности на территории нашей страны до 2030 года. И есть определенные установленные показатели для каждого региона, к которым должны стремиться каждый регион достичь этих показателей по снижению аварийности на территории того или иного субъекта Российской Федерации. Мы же соблюдаем эти показатели, у нас всегда были на том уровне, на котором ставилось нам с главки, с Москвы, с Главного управления ГИБДД России, и нам удается снизить аварийность на территории нашей республики. Наблюдая за анализом последних лет, мы видим, что у нас идет постепенное снижение как аварий на дорогах, так и количество погибших и пострадавших в них участников дорожного движения. При этом мы должны отметить и помнить о том, что несмотря на то, что идет снижение аварийности, мы наблюдаем рост количества зарегистрированного транспорта на территории нашей республики. Если, допустим, в 2018-2019 году зарегистрированного транспорта было 200 и более 200 тысяч, то сегодня, в 2024 году, зарегистрированного транспорта у нас более 450 тысяч на территории нашей республики. При этом каждый год растет количество детей, которые идут в образовательные учреждения. Это тоже пешеходы, это тоже участники дорожного движения. И с учетом увеличения как участников дорожного движения, так и зарегистрированного транспорта на территории нашей республики, нам все-таки удается, альхамдулиллах, нам удается снизить аварийность. Но методы по профилактике, предупреждению дорожно-транспортных происшествий могут быть совершенно разнообразными. Это методы наказания, прежде всего, да, то есть это Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, который предусматривает наказание тем, кто совершает правонарушения. Но, к сожалению, этот метод не всегда действует и не способен полностью искоренить возможности совершения дорожно-транспортного происшествия. Сделать это можно, лишь повысив сознание самих участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Многие почему-то глупо и неосознанно понимают, что думают о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения там, где установлена камера Видеофиксатор, да? фиксации нарушений, там, где за движением транспорта и пешеходов следит инспектор дорожно-патрульной службы. Уходя из этой местности, можно не соблюдать, можно делать все, что угодно, и это глубокое заблуждение, это приводит к трагическим последствиям. Поэтому всем нам, все, кто работают в этой сфере, и Министерство внутренних дел Чеченской Республики, Российской Федерации, Чеченской Республики, ГИБДД всех регионов и все министерства, ведомства, которые связаны с этой проблематикой, должны направить все свои усилия для повышения уровня сознания человека. Если мы добьемся понимания каждого из участников дорожного движения, что соблюдение этих правил, норм безопасного поведения – это прежде всего для него самого, потому что, совершив ДТП, страдает не инспектор ДПС, он может страдать, он может психологически страдать, он не воспринимает те последствия, которые люди совершают глупыми своими действиями, ему это трудно воспринимать, это боль и так далее. Да, помимо этого, ничего другого инспектор не получает. Сам правонарушитель создает себе проблему, он сам становится преступником, он сам становится виновником гибели или увечья участников дорожного движения. Пока мы это не осознаем, и пока каждый не будет следить за своим поведением, добиться нулевых показателей аварийности, к сожалению, мы не сможем. Поэтому любые средства
любые методы, будь это реклама, будь это пропагандистская работа со стороны духовенства, со стороны тех уважаемых людей, которые, алхамдулилля, есть у нас в республике, которые призывают к добру. Вот если эту работу активизировать и над этим работать, и плюс еще работать с учениками, учащимися образовательных учреждений, если мы сможем там добиться успеха в школах, в детских садах и постараться объяснить подрастающему поколению, что вот соблюдение правил дорожного движения — это норма жизни, мы должны к этому стремиться, вот тогда мы завтра получим безопасные дороги. Дядя Исхаил Ибраим, у меня не осталось вопросов, и преждевременно ответили на все мои вопросы. И я хочу вам пожелать удачи, успехов и попросить вас, чтобы вы обратились к нашим зрителям с обращением более внимательнее быть на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Вам спасибо, Хамзат, что даете возможность нам высказаться, рассказать участникам, нашим жителям, участникам дорожного движения те проблемы, которые существуют в этой сфере. Я хочу обратиться ко всем нашим жителям, ко всем нашим гостям, ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила дорожного движения ради сохранения жизни и здоровья всех наших близких, наших людей, и обратиться с настоятельной просьбой не передавать детям право управления транспортным средством, потому что они могут совершить такие тяжкие последствия, за которые нам, взрослым, потом, к сожалению, будет очень трудно отвечать. Соблюдайте правила и берегите себя. Дядя Исхаил, я напоминаю, у нас в гостях был Ибрагим Мадаев, начальник отдела пропаганды и госавтоинспекции Министерства внутренних дел Чеченской Республики. Дядя Исхаил Ибраим.